Глава региона Владимир Уйбо записал видеообращение для жителей республики. Бурлон Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня свое видеообращение начну с того, как у нас идут весенние полевые работы. Вопрос это крайне актуальный, особенно сегодня. Продуктовая безопасность – очень важный аспект нашей работы, работы правительства Республики Коми, да и работы правительства России в целом. Итак, вопрос под контролем у меня лично, и массовые весенние полевые работы начались в первой декаде мая. Аграрии вышли на поля в Прилузье, Сыктывдине, Сысольском, Карткировском районах и в городе Сыктывкаре. Вносятся органические удобрения, уже выполнено 67% от запланированных объемов. Вспахано и продисковано 976 гектар земель, а это 20% от плана. И также выполняется баранование и подкормка многолетних трав. Непосредственно к посевным работам хозяйства приступили именно сегодня, 11 мая. Ну и на особом контроле это, конечно, посадка картофеля и овощных культур. Ну, еще раз напомню, это наша продовольственная безопасность. Буду дополнительно вас информировать о том, как будут идти именно полевые работы, ну, с тем, чтобы вы понимали так же, как и я, насколько мы в этом году вовремя и удобрения вносим, ну и все весенние полевые работы проводим. Еще одна интересная, на мой взгляд, информация – это программа «Народный бюджет», но именно в сфере физкультуры и спорта. В этом году у нас будет реализовано еще больше проектов именно в физкультуре и спорта, чем в 2021 году. В городах и районах появится 10 новых уличных тренажеров, тренажерных комплексов, и будет обустроено 11 спортивных площадок и отремонтировано 14 спортивных сооружений. Всего запланировано к реализации 35 народных проектов в 17 муниципалитетах. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено почти 20 миллионов рублей. В Сыктывкаре, Прилузье, Ударе, Книжпогосте, Карткировском и Сосногорском районах появится сразу по 3 спортивных объекта. Ну и для сравнения все-таки скажу, что в 2021 году было реализовано 27 проектов вот, именно в физкультуре и спорте, на которые мы потратили из республиканского бюджета 15 миллионов рублей. Спортивная инфраструктура в республике развивается и совершенствуется уже несколько лет подряд. И что очень важно, что при народном голосовании, уважаемые жители республики, вы отдаете предпочтение именно спортивным объектам. И это очень здорово, потому что из этого я понимаю, что все-таки жители республики Коми – это люди, которые заботятся о активном образе жизни, о спорте, а значит и о долголетии. Ну и здесь только хочется пожелать именно в таком тренде выстраивать свою жизнь, ну а правительству и мне все больше и больше уделять внимание именно развитию спорта, массового спорта, что мы и делаем. Еще одна информация. Информация касается молодых людей от 14 до 22 лет, ну и их родителей. Речь идет о очень уникальном проекте, это Пушкинская карта. Благодаря вот такой карте молодежь республики может посещать культурные мероприятия бесплатно. Это очень хорошее подспорье, особенно для семей, ну, в том числе для многодетных семей, где молодым людям зачастую не хватает наличных денег для того, чтобы посетить ту или иную выставку или постановку. Надо сказать, что эта инициатива была и изначально объявлена, и далее профинансирована именно благодаря инициативе нашего президента страны Владимира Владимировича Путина. И в этом смысле государство берет на себя не просто инициативу, но еще и расходы на то, чтобы
потом затраты на посещение культурных мероприятий взять именно за счет государства. Ну и я точно желаю всем, кто еще не успел воспользоваться вот такой возможностью, это сделать. Сделать это достаточно просто, ну, либо с помощью портала госуслуги, зарегистрироваться в программе «Пушкинская карта», а после регистрации уже можно выбрать мероприятия и оплачивать их вот по этой карте. Каждому обладателю такой карты дается в распоряжение 5000 рублей на год. Ну, вот таким образом участники программы могут бесплатно посещать выставки, концерты, мастер-классы, фестивали, другие массовые зрелищные мероприятия. И сегодня в проекте участвуют более 40 государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства. И в этом году к этому проекту присоединились еще и кинотеатры. Но на самом деле я все-таки молодым людям желаю не только бегать в кино, а все-таки еще оставить и время, и деньги на выставки, на другие мероприятия. Но, тем не менее, в республике уже 15 тысяч молодых жителей воспользовались такой возможностью и такую карту имеют, чего я желаю всем остальным. По эпидобстановке за сутки в республике Коми выявлено 29 случаев заболевания коронавирусом. Мы так идем к снижению, на снижение. Вчера это было 31 случай. Но по наиболее болеющим муниципалитетам это городской округ Сыктывкар, Ухта и Печора. По коечному фонду мы решили 10 коек добавить резерв в Усинске. И на сегодняшний день у нас развернуто 280 коек, а занято из них 173 койки. Ну, в общем, вот сохраняем тот баланс, о котором я вам уже достаточно часто говорю. По вакцинации она у нас, конечно, немножко снизилась, но тем не менее вакцинация продолжается. И я снова напоминаю о том, что у тех жителей республики, кто находится в группе риска или уже давно закончилось время вакцинации, да, и нужно ревакцинироваться, конечно, нужно это сделать. Повторяю, у нас для этого все есть. И вакцина, и медицинский персонал, и кабинеты вакцинации. На сегодняшний день у меня вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго, берегите друг друга. До следующей встречи.